بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Восхваляем Всевышнего Аллаху Субханаху ва Тааля, который достоин всех наших похвал. К Нему обращаемся за помощью, и у Него просим прощения за совершенные грехи, и к Нему прибегаем от зла наших душ и наших дурных поступков. Тот, кого Аллах Субханаху ва Тааля наставил на истинный путь, то никто не ведет его в заблуждение. А тот, кого Аллах Субханаху ва Тааля вел в заблуждение, то никто не сможет наставить его на истинный путь. Я свидетельствую, что нет божества достойного поклонения, кроме Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля, который един, нет у него товарищей, и свидетельствую, что Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, его раб и его посланник. Амма ба'д. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Иншааллах, продолжим чтение и толкование хадисов из сборника Абу Дауда, рахимахуллах, с книги очищения, и главы, которые находятся в этой книге. Мы дошли до 20 главы. И пока еще вопрос у нас истинджа, и не стоит удивляться, так как все, что встречается в жизни человека часто, много, на эту тему приводится много хадисов и большие пишутся главы. Чем меньше вещей встречается в жизни, тем меньше. Поэтому, если мы в туалет ходим каждый день, значит, вопрос должно быть, хадисов должно быть на эту тему много. Глава 20. Бабу ма юнха анху ан юстанджа бихи. Глава, чем запрещается совершать истинджа. То есть, что запрещено использовать в туалете для удаления наджиса. Об этом немного уже говорилось. Там в предыдущей главе был хадис. Там попутно входило. Здесь же сказал Абу Дауд, Сульман ибн Аш'аф ас-Сиджистани, рахимахуллах, حدثنا يزيد بن خالد ابن عبد الله بن موهب الحمداني. Нам рассказал, здесь приводится как длинное имя человека, Язид ибн Халид ибн Халидин ибн Абдилля ибн Моухиб аль-Хамадани. Достоверный передатчик. قال أخبرنا أنبأنا مفضل يعني ابن فضالة المصري. Нам рассказал Ибн Муфаддаль, то есть Ибн Фадаля аль-Мисри. Также передача достойного доверия. Ан Айяш ибн Аббас аль-Китбани. Со слов Айяша ибн Аббаса Китбани аль-Мисри. Анна Шуейм ибн Байтан ахбараху. Что Шуейм ибн Байтан рассказал ему عن شيبان القتباني от Шейбан аль-Китбани. Есть такие все имена, даже на нашем языке сложные имена, редкие имена. Каля сказал, инна Маслимат ибн Мухалладин, что Маслима ибн Мухаллад аль-Ансари был наместником во время правления Муавии, и было сказано, что он родился, когда посланник Аллаха ﷺ прибыл в Медину и умер, когда ему было 10 лет. И сказал Бухари, что этот человек был сподвижником лаху сухба, что этот человек, Маслима ибн Мухаллад, иста'маля, назначил правителем, наместником Руайфа ибн Сабитин. Руайфа ибн Сабит
сподвижник, который жил в Египте, Муавия назначил его правителем Тараблиса, также и других городов. То есть один человек, то есть Мас'аб ибн Махалад, назначил наместником другого, Руайфа ибн Thабита, аля асфалил арды. Аля асфалил арды, это имеется в виду, скажем, на часть Египта. Часть Египта имеется в виду, скажем, морская сторона Египта, то есть, или же западная, но правильно, чтобы то есть, именно морская сторона Египта, он за нее отвечал. Куаля Шайбан, и сказал Шайбан, фасирна мааху, мы, говорит, с ним были в дороге, мин кум шарик, из города Кума. Кум здесь город, а шарик это имя человека. Шарик это сподвижник, который участвовал в завоевании Египта, и город Кум. Кум, почему назвали Кум Шарика, потому что во время, скажем, похода на них напали, и он в этом городе скрылся, и там оборонялся. Поэтому сказали, что это его город назвали, которым он оборонялся. Иля Алькама. Шли, говорит, от Кума, Алькама, ау мин Алькама, или же от Алькама в Кум. Здесь уже забыли уже. Два пункта есть, два города. Где начало, где конец, уже забыли впоследствии. Поэтому или отсюда туда, или обратно. Юриду Алькам, он хотел говорит, другой город. Алькам, это все местность в Египте, название. Факаля Руайфи'у, и нам рассказывает Руайфи'у, ин кана ахадуна фи замани Расула саллаллаху, что во время посланника Аллаха саллаллаху, один из нас, ла яхуда нидва ахихи, брал себе там, худого, истощенного верблюда, своего брата мусульманина, а'аля, то есть с условием анна лаху нисфа мимма ягнаму. Уля нисф, что тот получит половину трофеев, а нам половина. Получается, не было, были животные, чтобы выходить в походы военные, и это животное был, верблюд уже очень долго ходил, уставший, то есть худой, истощенный. И брал его, то, что все, что получим, половина нам, половина тебе. Слушай, там трофеи. وإن كان أحدنا ليطير له النصل والريش وللآخر قدح. Ведь иногда так получалось, что там трофеев было очень мало, и один получал наконечник стрелы, или его перья, а другой получал палку. Делили. То есть была стрела, получается, одному часть, другому часть. То есть вся добыча именно была стрелы. И то их делили пополам, получается. Одному железка и перья, другому сама стрела. То есть это имеется в виду, то есть в начале ислама, когда мусульмане еще то есть мало получали трофеев, поэтому так было мало. Затем он сказал, сказал мне посланник Аллаха саллаллаху, я Руайфиq, к нему обратился, о Руайфиq, ла'аль аль-хаята сататулю бика ба'ди. Я надеюсь, что возможно, что ты будешь жить дольше после меня, то есть будешь жить долго после моей смерти. И на самом деле Руайфиq жил долго, то есть пророк Мухаммад саллям, как сообщил, он застал правление Муавии, а это было через 30 лет после смерти пророка Мухаммада саллям. Жил довольно долго, получается, по тем меркам. И он сказал, фаахбирин наса, то есть ты будешь жить долго после меня, поэтому ты сообщи людям, расскажи им, аннаху ман акада лихятаху, что тот, кто, скажем, если заплел, то есть завязал узелки, заплел свою бороду, то есть получается, скажем, чтобы она была, скажем, как косички сделал на бороде, заплел ее, и это, как говорят, противоречит сунне, потому что бороду нужно расчесывать, а не заплетать мусульманину. И было сказано, что арабы в джахилии во время войны заплетали косички, а ислам приказал им сделать противоположное во время войны. Также в этом будет уподобление женщинам. Женщины заплетают же волосы, поэтому если косички на бороде, как будто косы на голове у женщины. Уподобление женщинам еще одна причина, как было сказано. Также было сказано, что это
обычай, то есть не мусульман в тех времен. То есть, чтобы не уподобляться им, делать наоборот, не как они. Также было сказано, что если у араба была одна жена, он делал одну косичку. Если было две жены, делал две косички. То есть было видно, сколько у него жен по косичкам. Поэтому такие разные варианты есть, которые привел Мулла Аль-Кари со слов Аль-Абхури. Но в любом случае Пророк Мухаммад запретил мусульманину заплетать косичку, что это является запрещенным, то есть надо быть расчесанные, прямые волосы. То есть сообщим, что тот, кто заплетает бороду в косичке, аутакалляда ватаран, или же вешает на шею здесь вот эта тетива лука, вешает ее на шею, то есть или веревку, как оберегаясь, от сглаза джиннов и подобных вещей, чтобы от сглаза бедствия оберегаться. То есть и такие вещи арабы вешали на шею детям, чтобы их защищали, эти всякие амулеты. Когда амулеты вешали, на животных вешали, чтобы они их оберегали. Поэтому Мухаммад сказал, что запретил. Также было сказано, что люди вешали на шею животных колокольчики, что также приводится в хадисах запрет вешать колокольчик на шею животных. И здесь имеется в виду, также было сказано, чтобы не вешать, потому что может душить, то есть дышать невозможно из-за этого. То есть, и смысл то, что, как сказал Мулла Аль-Кари, также, кто повесил на шею лошади тетиву лука, как будто защита от сглаз и от бедствий, с такой целью, потому что это не помогает, Аллах же защищает. Всякие веревки и так далее не могут помочь человеку. Поэтому это все обычаи джахилии. А устанджа, или же тот, кто будет истинджа делать, бираджи айдаббатин, то есть пометом животных, ауазлим, или же костями, как раз то, что касается нашей главы, нашей темы, то есть запрет делать истинджа пометами и костями, что, в принципе, нет в наше время, так ведь? В то время это возможно было, в наше время же это, для нас не встречается. Мы это в нашем обществе увидеть не можем. Фаинна Мухаммадан, то есть кто эти вещи сделает, говорит, кто будет делать, кто повесит на лошадь тетиву лука с целью защиты от бедствий, кто будет заплетать свою бороду, или кто будет делать истинджа этими вещами, то фаинна Мухаммадан, саллаллаху алейхи, мин хубари, от него отказывается, не причастен. В этом вопросе он не с нами. Он, если даже мусульманин, то в этом вопросе он делает не по исламу. Поэтому Мухаммад от него отказывается из-за этого действия. То есть не полностью, а обычно из-за этого действия, которое не соответствует сунне посланника Аллаха, саллаллаху алейхи. Это, угроза, угроза, предупреждение, что эта вещь запрещена. Следующий хадис, حدثنا يزيد بن خالد, рассказал Язид ибн Халид, قال حدثنا, рассказал Муфаддаль, عن عياش, أن شويم بن بيتان أخبره, сообщил ему, بهذا الحديث, этот же хадис самый, أيضا также, عن أبي سالم الجيشاني, от другого человека. Тот же хадис просто уже от другого человека. عن عبد الله بن عمرو, со слов Абдулла ибн Амр ибн Аса, ради Аллаху анху, то есть сподвижник, то есть сын Амр Аса, Абдулла ибн Амр ибн Ас, один из, первых сподвижников, который привел много хадисов, Ядхкуру сообщил этот хадис, Вахуамааху, и он был вместе с ним, Мурабитун, то есть на рибаты. Рибат — это привязан лошадей на границе, защита границы, то есть мусульман, то есть от нападения врага. То есть они были на границе, защищали, то есть охраняли границу. Когда они там были, он ему этот хадис рассказал в это время. То есть, получается, они не только охраняли, они еще хадисы друг другу рассказывали. То, что знал, они друг другу передавали, сообщали. Бихисни Бабиль Аль-Юн, то есть защищали крепость города Аль-Юн. Аль-Юн — это одна из старый город в Египте, один из старейших городов в Египте. И когда его мусульмане захватили, этот город, они его назвали Фустат, то есть переименовали город Аль-Юн в город Фустат мусульмане.
Поэтому сказал Абу Дауд: «Хисну аль-юна биль фустати аля джабалин». Сказал, что крепость Аль-Юн, она, говорит, в городе Фустат на горе. То есть гора, то есть город, там есть гора, здесь там есть крепость стоит. Внутри этого города, который мусульмане, то есть, Фустат означает, просто город означает, большое поселение. قال Абу Дауд: «Хуа Шайбан ибн Умейята юканна Аба Худайфа». Сказал Абу Дауд, что Шайбан, который был в хадисе, это сын Умейя, который звали Абу Худайфа. Тот же самый хадис, просто уже разные цепочки передатчиков. Это уже наука хадисов. А смысл тот же самый же. قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل. Рассказал Ахмад ибн Мухаммад ибн Ханбаль. Уже встречался, так как имам Ахмад, известный ученый, основатель одного из 4 масхабов. Ахмад ибн Ханбаль называем, так обычно, да. Хотя это имя его деда, а не отца. Ахмад, сын Мухаммада, сын ибн Ханбаля. А мы говорим же масхаб ханбалитский. Получается, даже по деду. Потому что Ахмад же Мухаммад, да, это же пророк Мухаммад связано. Поэтому не скажешь про масхаб Мухаммада или Ахмада. Это будет как будто бы масхаб пророка Мухаммада салям. Поэтому Ахмад ибн Мухаммад ибн Ханбаль, то есть Ханбали самый ближайший. Так и осталось, масхаб Ханбали. Потому что не скажешь масхаб Ахмада или Мухаммада. Тогда пророк Мухаммад салям путается. Оба, и Ахмад, и Мухаммад, это имена пророка Мухаммада салям. Поэтому так закрепилось. Масхаб получается то есть Ханбали, потому что невозможно назвать по-другому. Так остаются, так имена закрепляются. قال أنبأنا روح بن عباد. Рассказал Раух ибн Убада, достоверный передатчик. قال حدثنا Закария ибн Исхак. Рассказал Закария ибн Исхак, также достоверный передатчик. قال أخبرنا حدثنا Абу Зубейр. Рассказал Абу Зубейр. أنه سمع, что он слышал Джабир ибн Абдилlah, сподвижника Джабир ибн Абдуллаха, Якуль, который говорил: «Нахана Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям, посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям запретил нам аннатамассаха, вытираться, использовать во время стинджа, биазмин, кости, ау барин, или же помет животных». Потому что, как приводится, что посланник Аллаха сказал, что это является пропитанием, уделом ваших братьев и джиннов. Это кости, пропитание джиннов, а помет — это пропитание их животных. Поэтому, хотя именно эти вещи указываются, но любая вещь полезная человеку, это, сравнивать с этим, запрещено. Потому что здесь же вред так. Здесь кости и помет вред джиннам. Получается, другие вещи, которые есть вред человеку самому, есть вещи, которые человек делает, и срав делает, вот, как полезная вещь, если что начинает портить, использовать в туалете, это тоже является запрещенным. Поэтому все, что, скажем, полезное, какие-то части животных, или же, скажем, книги, да, полезные книги. Раньше все книги полезные были, в основном. А сейчас у нас книг, бумаги много, поэтому сейчас туалетной бумаги есть, альхамдулилля, и другие книги, которые, скажем, бумага, но уже, скажем, смысл в них, скажем, для мусульманина, может, не полезный. А раньше же все книги были, в основном были так религиозные, в принципе, у мусульман. Поэтому нельзя было бумагу использовать в те времена. Там мало попадалось, без упоминания имени Аллаха или бесполезной бумаги. И так, любая вещь, которая ценная, полезная, нужная, использовать ее запрещено. Потому что кости это кости, а помет же считается наджисом. Получается, как можно делать истинджа наджисом? Нечистые вещи. Поэтому, хотя, конечно, споры есть, то есть, если имам Шафии сказал, что истинджа пометом делать запрещено вообще, потому что наджис, значит, станет грязно станет, то есть было грязно, стало еще грязнее. Чисто не стало. А Мусави Ханафи сказали, что делать можно, но лучше не делать, да. То есть, если сделаешь, сможешь почистить, да, возможно, но лучше это не связываться. Тем более, альхамдулиллах, в наше время этого нету, так что проблем нету в этом вопросе. Хадис понятен? Значит, идем на следующий хадис. Потому что если не повторяются в основном. Имам Абу Дауд привел несколько хадисов на одну и ту же тему. قال حدثنا حيوة بن شريح الحمصي. Рассказал Хайва ибн Шурейх аль-Химси, достоверный передатчик. قال حدثنا ابن عياش. Рассказал Исмаил ибн Айяш, который, если он сам Химс, Шам, Сирия,
Если он передает от сирийцев, то его хадис принимается. Если передает не от сирийцев, хадис не принимается. Потому что он от своих заучил, от чужих он плохо заучил. Поэтому, если он рассказал от сирийца, нормально. Если рассказал не от сирийца, хадис можно не принимать. عن يحيى بن أبي عمرو со слов يحيى بن أبو عمرو السيباني عن عبد الله بن ديلمي عبد الله بن فيروز الديلمي, который жил в Иерусалиме, считается из старших табиинов. عن عبد الله بن مسعود со слов Абдуллаха ибн Масуда, сподвижником Абу Абдуррахман, тот, кто принял ислам одним из первых в Мекке, Абдуллах ибн Масуд, считается ученым из числа сподвижников. Умар ибн Хаттаб его назначил правителем Куфы. И там он был и правителем был, еще и передавал свои знания. Поэтому говорят, что в Куфе Масаб ибн Масуд распространен. Умер в 1932 году по хиджре в городе Медина. То есть туда съездил, вернулся и умер похоронен в городе Медина. Сказал Абдуллах ибн Масуд: «Кадима вафтуль джинни аля наби саллаллаху алейхи ва саллям». Делегация джиннов пришла к пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям и сказали ему, потому что там известно то, что в Мекке до хиджры пророк Мухаммад встречался с джиннами. Приходили к нему джинны, делегация, он читал Коран им, они ему вопросы задавали, спрашивали. То есть там история от Мухаммада, однажды ночью пропал, сахабы потеряли его. Он ушел, и там всю ночь сидел ходил с джиннами. Вот пришла делегация джиннов, которые сказали ему: «Я Мухаммад», сказали: «О Мухаммад», назвали его по имени, хотя то есть это в Мекке было, в Мекке называть по имени можно было, а в Медине был использован аят, которым Аллах сказал, то есть в суре Нур, чтобы они не называли пророка, как называть друг друга, то есть не называли по имени. В суре Нур есть 63 аят: «Валя таджалю дуа расуль», то есть не делайте не зовите пророка Мухаммада, не обращайтесь между собой кадуае ба'дакум ба, как вы друг друга обращаетесь. Поэтому Аллах запретил звать, говорит: «Я о Мухаммад». То есть там получается посланник Аллах, там, или там Абуль Касим по-другому звать его, но в Медине было запрещено называть пророка Мухаммада по имени, звать. Нужно было звать именно по-другому. В Мекке это было дозволено, поэтому они сказали так. Хотя, конечно, в Медине тоже приводится, как хадис Джибриля, там: «Я Мухаммад», но там уже как будто бедуин, а бедуины же они необразованно читались, поэтому они могли еще так себе позволить. Городские жители сахаба такого не могли позволить говорить про Мухаммада: «О Мухаммад», да, и Мухаммад. Сказали: «О Мухаммад, инха», то есть запрети умматака своей умме, то есть мусульманам, ан ястенджу, чтобы они делали истинджа. Запрети истинджа би'азмин, костями, ауроутатин, или же пометом, ау хумаматин, или же углем. Здесь вот, кости, помет уже было. Здесь добавляется хумаматун, уголь. Уголь, когда дерево сгорает, так и вот остаются же угли. Кстати, вот такие угли, которые после сгорания дерева или чего другого, таким запретил. Сказал: запретим. فإن الله عز وجل جعل لنا فيها رزقا, так как Аллах Субхану ва Тааля в этих вещах для нас делает ризк, пропитание. Кости, помет и уголь, древесный здесь получается, да, является ризк, пропитание, еда для нас. Каля фанахана бисасама, и пророк Мухаммад запретил. Эти вещи использовали истинджа, алхамдулилля, в наше время эти вещи не используем, поэтому, скажем, кости и помет, понятно, уголь тем более, понятно, да, потому что углем, думаю, человек не догадается делать эти вещи. Поэтому эти вещи нельзя портить, да, для них, чтобы стать чистыми, чтобы джинам не было грязно, осталось чистым. Поэтому, то есть кости для них, а там помет, пропитание для животных, джиннов. Джиннов. Тоже оларга деген, без мозга, тоже для них сказано. То есть их пропитание, значит, что есть и джинны, или животные в их пользу. В их пользу, то есть их хадисе довод, что джинны кушают, да? Джинны же параллельно нам живут. Поэтому не видно глаза, но они обычно говорят, как люди. Мы едим, они тоже едят, хотя ученые спорят в этом вопросе, спорили, и имеется три мнения ученых по поводу едят или не едят джинны вообще.
Первое мнение, что джинны не едят вообще, но это, как считается, мнение самым слабым, потому что хадис это противоречит, если сказать, что наша пища, да, запретил истинджа костями, это наша пища, риск. Значит, получается, они едят. Второе мнение, то, что часть ест, часть не ест джиннов. Одни едят, другие не едят. И третье мнение, что они едят все джинны. Полностью, без согласия. Да. Ну, на это, конечно, далиль нужен, да, довод нужен. Полностью знать. Но здесь, конечно, мы едим. То, что джинны кушают. Поэтому вот то, что приводится в хадисах. Кости, помет и уголь приводится. Древесный, горевший. Приводится в хадисах запрет. Все остальное, как сказать, то, что все остальное полезное, нужное, оно к этому присоединяем. Относим к этому, так запрещаем. Это синджа всем полезным, нужным, ценным. То есть не нужно портить имущество, да? Портить имущество, вещи для этого дела. Бельки, ну. Следующая глава. Бабуль истинджа биль ахджар. Глава истинджа камнями. Опять-таки, то, что в наше время встречается, потому что в нашем регионе так никогда не было, да, камнями. Другие вещи, альхамдулилля, есть. Поэтому, но в шариате есть. Такой вопрос упоминается. قال حدثنا سعيد بن منصور, сказал Саид ибн Мансур, рахимахуллах, وقتيبة بن سعيد, и Кутейба ибн Саид, также два известных ученых. قال, они оба сказали, حدثنا يعقوب ибн عبد الرحمن, рассказал Якуб ибн عبد الرحمن, عن أبي حازم, سلمة ибн Динар, عن مسلم ибн Куртин, со слов Муслима ибн Курта. Это такой человек, который привел, наверное, только один хадис привел. Передача, которого, как сказал Ибн Хаджар, очень мало хадисов. И сказали, что он ошибается. И многие сборники приводят, что это его единственный хадис вообще. Получается, привел один хадис, и то ошибается в хадисах. Поэтому этот хадис, он проблематичен, но хадис, в общем, считается хасан, достоверный, приемлемый, но вот передатчик немного проблематичный. Урва ибн Зубайр ибн Ауам, племянник Аиша, радаллаху анха, ана Аишата, радаллаху анха, да будет доволен ее Аллах, сказала, инна Расулуллах саллаллаху алейхи сказал посланник Аллаха саллаллаху «Ида захаба ахадукум иля лгайти», если один из вас пойдет, скажем, в туалет, без исправления нужды, фальядхаб мааху, то пусть возьмет с собой биталати ахджарин, 3 камня. И ястатиба бихинна, которым будет делать истинджа, очищаться ими, фаиннаха туджзи анху. То есть их ему хватит, эти 3 камня ему будет достаточно для этого. То есть ему будет хватит. 3 камня. Он ими может ограничиться, ему достаточно будет. Только просто 3 камня. Без воды, да, получается. Только камни без использования воды. Здесь получается, или имеется в виду, скажем, ему хватит всего 3 камня, и больше 3 камня не нужно. Или ему хватит 3 камня, не нужно воды. И так можно понять. То есть в любом случае, скажем, 3 камня минимально, если нужно, можно больше использовать. Если нет воды, то можно только камнями. Или бумага туалетная без воды. И тут еще дозволено. Если вопрос, что 3 камня, согласно Масхабу Ханафи, то есть 3 камня использовать считается желательным, другим Масхабу считается обязательным. Там спор так, когда было. Упоминался уже, здесь Масхабу Ханафи 3 это, скажем, 3 что очистить, да? То есть, потому что цель очищения же, то есть не камень использовать, а очищение. Поэтому, если используя камень и очистил, значит цель выполнена. Поэтому цифра 3 может быть не обязательно. В любом случае, скажем, хадис приводит 3, поэтому желательно сделать 3. Хотя если 1-2, если человек использует 1-2 куска той бумаги, если сможет очиститься, алхамдулилля, не сможет, то может немного и добавить, увеличить. Как привел в другом ривате, «Ида хараджа ахадукум иля лгайти», если один из вас пойдет в туалет, фалията биталати ахджарин, то пусть возьмет 3 камня, и ястанзиф биха, очистится эти камнями, фаиннаха сатакфихи, то есть их будет достаточно, ему хватит ему. Ничего другого может использовать. Камни использовал 3, и все. Ни больше камней, ни воды он уже может не использовать. Это ему, иншаллах, хватит. Туалет кайразая, туалет бумага. Поэтому, все равно там, скажем, в районе 3, да, скажем, да. То есть 3 листочка, да, 3 кусочка туалетной бумаги. Поэтому, и то, я говорю, Масхаб Ханафи желательно.
не ваджиб, у кого-то ваджиб считается. Разногласие между учеными. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي рассказал Абдулла ибн Мухаммад ан-Нуфейли. قال حدثنا أبو معاوية рассказал Абу Муавия. عن هشام بن عروة со слов Хишама ибн Урва ибн Зубайр ибн Авам, то есть это он сын Урва ибн Зубайр ибн Авама. Достоверный, то есть передатчик, но когда он приехал в Ирак, начал путаться. То есть до Ирака был нормальный, в Ираке уже стал хадис его, до иракских хадис нормальный, после иракских хадис уже слабый. Начал путаться. Начали отрицать уже его хадисы. عن عمرو بن خزيمة со слов Амр ибн Хузейма, عن عمر ибн Хузейма, Умар ибн Хузейма, то есть отцы разные, но это вообще, отцы одинаковые, но здесь люди разные совсем. عن خزيمة ибн Thабит, со слов Хузейма ибн Thабита, то есть подвижник, Хузейма ибн Thабит, радаллаху анху, аль-Ансари, аль-Мадани, участвовал в Бадре, во всех других битвах остальных. Это подвижник Хузейма ибн Thабит, которого Пророк Мухаммад саллям засчитал его свидетельство за два свидетельства. То есть, когда он сказал, то есть шахад, да, там, он один, как за двух свидетелей прошел, засчитался. То есть единственный подвижник, который был так. Когда он пришел, сказал, что нет, больше никого нет, ладно, ты говорит, дважды скажи, и я приму. Поэтому он, которого, единственный человек, который слово одного человека было как за двоих, засчиталось. Вот Хузейма ибн Thабит, радаллаху анху, умер в 1937 году в битве при Суффине. Каля, он сказал, суили наби саллаллаху алейхи иститабати, пророк саллаллаху алейхи спросили об очищении, об истинджа. Факал, и он сказал, биталати ахджарин, то есть нужно делать 3 камнями, то есть делать истинджа, ну, желательно, скажем, 3 камнями, лейса фига раджик, среди которых не будет помета. То есть 3 камня без помета. Это уже как, ну, совпадает с предыдущими хадисами. Каля Абу Дауд, сказал Абу Дауд, когда раваху Абу Усама, так его этот хадис привел, говорит, Абу Усама, Ибн Нумейр и Ибн Нумейр, ан Хишама, яни Ибн Урва, со слов Хишам ибн Урва, это уже, скажем, опять-таки, то есть тонкость есть надо передатчиков. Поэтому здесь вопрос, да, понятные, в наше время, скажем, не более актуальные. То есть, поэтому у нас не камни, а бумага, да. То есть, получается, все, что сказано камни, можем переделать на бумагу в наше время. И эти хукмы использовать в наше время. Бабун филь истибра, глава в очищении, удалении наджиса. Такая глава уже присутствует у нас до этого, истибра миналь бауль, как бы удаление от, потому что истибра это или удаление, или очищение. 2 смысла входит. У нас была глава удаления. Получается, скажем, там же был хадис про как раз в могиле. То, что человек должен стараться, чтобы его тело и одежда были чистые от мочи, чтобы он не попал в мочу. Удаляться, оберегаться. А здесь имеется в виду, скажем, то, что попал, уже удалить, то есть смывать, делать истинджа. То есть, получается, глава истинджа, удаление наджиса с тела, то есть после справления нужды. حدثنا قتيبة بن سعيد, присутствовал до этого, وخلف ابن هشام المقري, خلف ابن هشام المقري, это, то есть от Корана, читать, имеется в виду чтец Корана. Обычно звали мукри, то есть тот, кто был знатоком в чтениях Корана. Сейчас приводится, что он и Кират Асама, который мы с вами читаем, знал, и Кират Нафиа знал там, и был известным чтецом Корана. Заодно еще хадис передавал попутно. Аль-Ма'на, то есть он хадис привел по смыслу. Кали, они оба сказали, حدثنا عبد الله بن يحيى التوأم, нам рассказал Абдулла ибн Яхья Тауам. Абдулла имя, Яхья имя отца, Тауам это близнец. Близнец, то есть когда рождают сразу, называют близнец, поэтому это один из близнецов. Абдулла ибн Яхья один из близнецов. И вот как раз этот передатчик является, то есть, слабым передатчиком. То есть многие известные ученые сказали, что этот слабый передатчик. Поэтому этот хадис, он ближе к слабости, чем достоверности, данный хадис из-за него. Каляха сказал то, что переход на другой иснад, когда параллельно один пошел, теперь другой иснад идем. Каля хадисна Амру ибн Аун, рассказал Амр ибн Аун, фика, то есть достоверный передатчик. Каля анбаана Абу Якуб Тауам, рассказал Абу Якуб Тауам, то есть это тот самый передатчик, который был там.
Там уже было Абдулла ибн Яхья, а здесь, скажем, имя отца его самого, а здесь уже Абу Якуб. Здесь уже куни просто. Один тот человек, но просто по-разному. Если не знаешь, так скажешь ему 2 человека. Потому что, а на самом деле это один человек, просто, скажем, по-разному его называют. Такое часто встречается. И такое даже иногда используют, скажем, специально некоторые использовали передатчики. Если, скажем, человек был имя, да, был какое-то другое прозвище. Имя все знают, и передатчик слабый. А прозвище никто не знает. Поэтому называли прозвище, как бы себя спасали некоторые передатчики. Тадлис, небольшой такой хитрость, обман было. И такое же приводится даже. Если целая глава, тадлис. Когда там передатчики такие, что-то скрывают, да. Чтобы хадис был достоверный казался, он переводит, слова переводчика приводит с другим именем, который никто не знает. Как будто новый человек. Тадлисая. Обман получается, хитрость. Поэтому наука хадис такая, там, глубокая наука, там много чего есть. Ан Абдуллах ибн Аби Мулейка, это со слов Абдуллаха ибн Абу Мулейка, который был казы, то есть судья ибн Зубейра и муаззином, который видел 30 подвижников, пророк Мухаммад салям, был, скажем, факихом, ученым. Ан уммихи, со слов его мамы, Маймуна бинт Уалид, Ансария, тоже достоверный передатчик. Ан Айша, это со слов Айша радаланха, калят, сказала, Баль Расулла саллям, что посланник Аллаха справил малую нужду, факама Умару, и встал Умар ибн Хаттаб радаланху, Умар ибн Хаттаб, известный подвижник, который принял ислам еще в Мекке, переселился из Мекки в Медину, один из 10 сподвижников, обрадованных раем при жизни. Здесь список 10 сподвижников, мужчин, где Мухаммад сказал, что Абу Бакр будет в раю, Умар в раю и так далее. Так буквально назвал этих людей, что при жизни, что они будут в раю. Умар Хаттаб из их числа. Один из факихов, ученых фикха, сподвижников, просто, скажем, его мнение мало приводится, потому что он же был правителем, времени было. Кто-то был ученый, сидел в мечети, уроки преподавал. А Умар Хаттаб был занят страной. Поэтому не было времени. Хотя был ученый и тафсира, и фикха, но, скажем, был занят делами государственными больше. Поэтому мало приводится его мнений. Второй халиф, так сказать, второй праведный халиф, после Абу Бакра радаллаху, который первым назвали Амир аль-Му'минин, то есть до этого был Абу Бакр был халиф. Потому что халиф это зам, да, наместник, заместитель. А когда пошел Умар, сказали, то есть Абу Бакр, то есть был халиф ар-Расуль, так, почему аль-халиф или халиф ар-Расуль, то есть получается как бы заменяющий пророка. Когда пошел Умар, сказали заменяющий пророка. То есть халиф это халиф ар-Расуль. И было слишком длинно, поэтому тут назвал, сказал ему Амир аль-Му'минин. Получается, Амир там верующий, получается, повелитель правоверных. И так понравилось, и так пошло с тех пор. Все халифы называть начали Амир аль-Му'минин. Потому что халифа было бы там много было, да. То есть халифа пророка. Так пришлось бы называть. Цепочка была там длинная. Так все сократилось. И он был убит в месяц Зуль-Хиджа 23 года по хиджре. И был халифом где-то 10,5 лет. Справил страной мусульманами 10,5 лет. Абу Бакр правил там 2 года с лишним. Умар правил 10,5 лет. Ну и был убит, да, во время утреннего намаза. Был ранен, потом был убит. То есть посланник Аллаха справил малую нужду, и Умар ибн Хаттаб встал, халифа сзади него, бикузин мин маин, то есть сосудом, то есть сосуд с водой принес ему пророк Мухаммад салям. Факар, и пророк Мухаммад спросил у него, ма хада я Умар, что это такое, Умар? То есть для чего это нужно? Что это такое? Почему ты эту воду принес? Каля маун татаваддау бихи. Сказал Умар, это вода, чтобы ты взял этой водой тахарат, используя для тахарата. Каля, и пророк Мухаммад сказал, ма умирту, мне не было приказано, кулляма, каждый раз, когда я бульту справляю малую нужду, ан атавадда, совершать омовение. То есть мне не было приказано совершать после каждого, то есть туалета, после каждой нужды брать тахарат. Не было такой приказ, потому что нужно намаз, нужно тахарат. А после туалета не фарш тахарат брать сразу. Если такое сделал бы, то это было бы сунной. Если бы я так делал, то есть если бы после каждого похода в туалет свои нужды, если брал тахарат, это стало бы сунной, стало бы обязательным. Поэтому
скажем, то есть было сильнее сунны было бы. Поэтому здесь, когда хадис касается про тахарат, про вуду, да, в первую очередь, некоторые ученые его объясняют и про истинджа как будто бы, что не было приказа делать истинджа после каждого похода в туалет. И так ученые понимают, некоторые ученые данный хадис. Хотя сказать, что хадис, он больше к слабости, то есть то, что он слабый из-за слабого передатчика. Среди передатчиков больше к этому тянет, что он хадис слабый, а не недостоверный. Бабун фил истинджа бильма, то есть глава истинджа водой. Потому что у нас все было камень, теперь уже переходим, то есть основное, да, то, что человек использует для туалета, это вода. Вода, то есть много было глав, похоже, так, да, то есть удаление от мочи, так как там наджис и так далее, здесь уже делает истинджа водой. قال حدثنا وهب بن بقية, рассказал Вахб ибн Бакия, ан Халид, со слов Халида, то есть Яны аль-Васити, то есть из города Васит, который был. Ан Халидин, Яны аль-Хадда, со слов Халида, который, то есть аль-Хадда, то есть обувщик. То есть хайзан обувь, хадда как будто бы, скажем, делаешь обувь, хотя на самом деле хадда, просто он сидел возле них. То есть постоянно сидел возле тех, кто продает или делает обувь. Поэтому назвали его обувщик. Сам никогда обувь не делал. После того, что рядом находился. Так и осталось. Тут Халид какой? Который там постоянно сидит, да, возле них. Поэтому стал Халид хадда, как бы обувщик, да, делаешь обувь. Хотя он этим не занимался. Просто рядом сидел. Поэтому так и осталось. Трудишь, есть же, человек дают же. То есть он фикх, то есть это достоверный передатчик, который надо делать хадисы мурсаль. Ана Ата ибн Аби Маймуна, со слов Ата ибн Аби Маймуна, достоверный передатчик. Анас ибн Малик, со слов Анас ибн Малика, сподвижника известного, который служил пророку Мухаммаду 10 лет в Медине, был рядом постоянно с ним. Анна Расулаллах саллаллаху, что посланник Аллаха саллаллаху, дахаля хаитан, вошел в, то есть сад. Хайд, здесь имеется в виду пальмовый сад. Потому что хайд это вообще-то забор, да, стена в основе, но арабы, потому что стена и там был пальма внутри. Поэтому, скажем, сад, окруженный забором. Поэтому как назвали его, то есть хайд. То есть хайд и забор, и сад, который окружен забором. Уамааху, и с ним был в это время гулямун. Гулям, обычно говорят мальчик. То есть слово гулям в арабском языке означает, мальчик. Иногда говорят то, что, скажем, где-то от 2 лет до 7 лет называют гулям. Кто-то говорит, что, скажем, от рождения до совершеннолетия гулям. Кто-то сказал, что говорит, пока борода не вырастет, тоже называют. Поэтому, то есть разные, в любом случае, какой-то мальчик, да, то есть молодой парень, да, был. То есть мальчик, парень, по нашим скажем, да, с ним был гулям, мааху мидатун, у которого, то есть был в руках сосуд для омовения. То есть небольшой сосуд, тазик, скажем, да, где было как раз воды на один тахарат. То есть сосуд, в котором вода была на один тахарат, который хватало. То есть маленький сосудик своего тахарата. Уаху асгарна. Этот мальчик был самый молодой из них. Как бы этот гулям, парень, подросток, был как бы самый младший среди всех нас, кто там находился, кто там был из подвижников. То есть кто такой был, неизвестно. Там много есть вариантов, кто это был. Скажем, точно нету. То есть не сказано, кто конкретно был. Потому что Анас сказал же, то есть это же не Анас, значит, кто-то другой был мальчик, еще рядом. Кроме Анаса помогал. Фавадааха айна сидрати, и он поставил этот сосуд то есть воду для омовения возле, то есть сидра, то есть возле дерева. То есть дерево. Факада хаяту, и пророк Мухаммад салям справил нужду там, когда внутри там парк этого сада. Фахараджа алейна, и вышел к нам после этого. Вакат, и он как бы истинджа бильма, он вышел после того, как справил нужду и сделал истинджа водой там, внутри этого сада. То есть хадис приводится в Бухари и Муслиме в сборниках. То, что там, то есть Мухаммад ходил, ему воду, ходил, значит, ему воду приносили, чтобы он, когда митахар брал, и на истинджа ему воду оставляли. Оставили воду, он там справил нужду и использовал эту воду, истинджа совершил водой. То, что является, скажем, самое чистое, чем можно очищаться. Хотя, скажем, я для себя открыто сделал, некоторые ученые запрещали делать истинджа водой. Почему? Потому что человек ее пьет, поэтому. То есть некоторые ученые, которые сказали, что истинджа делать водой, скажем,
Вот такое приводится от некоторых ученых. Хотя основная масса говорит, что стенджа делать может, так это, вот некоторые там такая низкая ученость, скажем, да, единицы, сказал, что это еда, еда же так вода, что человек пьет, поэтому человек использует то, что человек пьет и ест, как будто он где-то стенджа едой. Нет, это же не вопрос, шуль, не шуль. Ну, это говорится вопрос единиц так. Это один-два ученых так сказали, а общая масса ученых считает, что это нормально. Потому что Пророк Мухаммад делал же. Получается, если просто сам делал, значит, всем остальным делать можно. Это мнение такое странное, скажем, которое внимание не надо на него обращать вообще, на это мнение. Совершилась стенджа водой. По-моему, здесь приводилось от кого-то, да. От какого-то одного маликитского ученого приводится, да. От одного человека. قال حدثنا محمد بن علاء, рассказал Мухаммад ибн Аля, قال أنبأنا معاوية بن هشام عن يونس بن الحارث, Юнус ибн Хариса, который считают тоже, то есть слабоватым передатчиком, хотя хадис достоверный. Ан Ибрахим ибн Аби Маймуна, со слов Ибрахима ибн Маймуна, который тоже, скажем, имя известно, а кто неизвестно. То есть бывает, что там имя есть, а информации нет про него. То есть только имя и все. Есть такие маджхуль халь люди. Ан Аби Салих, со слов Абу Салиха, аз-Зайят, который проводил масло, да, Самман Зайят, привозивший масло в город, поэтому назвали его. То есть Абу Салих, кто-то привозит масло. Ан Аби Хурайрата, со слов Абу Хурайры, радаллаху анху, известный подвижник, ан Наби саллаллаху алейхи ва саллям каля, что Пророк Мухаммад сказал: «Назалят хадхи аяту фи ахли Куба». Данный, говорит, аят был ниспослан по поводу жителей поселения Куба. То есть Куба это, во время Пророка Мухаммада было, деревня так была, то есть южнее Медины, там, примерно, так, получается, 2-3 мили, да, километр там, 3-5, примерно, да. 5 километров примерно. Да. То есть от Мечети Пророка до Куба километров 5. Даже, примерно, я сам ходил с Мечети Пророка до Куба, там примерно полчаса пешком. То есть, поэтому на машине шли быстрее. Раньше там же не было прямой дороги, поэтому раньше, наверное, дольше шли. А так, то есть недалеко. Место, где Пророк Мухаммад остановился, когда переселялся из Мекки в Медину. То есть первый раз заехал в Куба, в понедельник приехал он в Куба, остался до пятницы, и там заложил фундамент, начал строить мечеть Куба, известная. Потом уже начал строить мечеть только в Медине. Поэтому Куба, она первее, мечеть Пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, в городе Медина. И, говорит, этот аят был ниспослан по поводу жителей этого поселения. То есть это аят из суры Теуба, фиги, то есть в нем так, то есть в этом поселении риджалун есть мужчины, юхиббун, которые любят, любят очищаться. Там мужчины, которые любят очищаться, быть чистыми. Каля, и он сказал, кяну истанджун бильма. Эти, говорит, жители Куба, они всегда делают стенджа водой. Поэтому Allah не спасал аят, то, что они любят быть чистыми. Вода самая чистая же. Поэтому, скажем, аят был способен именно по поводу их. Что они любят быть чистыми, они делали стенджа водой. Фаназалат фихим. Аят был способен именно по поводу их. По поводу их. В них по фиху, то есть Масаба Ханафи часто приводится еще, скажем, другая версия этого хадиса. Не сказано то, что жители Куба, они использовали и камни, и воду. Но это, скажем, такая версия, она распространена в книгах, но достоверность ее, это хадис достоверный, потому что только вода. Где вода, точно достоверна. Там, где камни и вода, оно немного спорно достоверности. Хотя это в книгах приводится. Что когда все вместе, то есть и камни, и воду. Хотя, скажем, во всех книгах по фиху, всех масхавах написано то, что лучше всего использовать камень, потом воду, когда получается. Чем-то вытирать, потом водой. Это самое лучшее. Потом второе, получается, и вода, третье, получается, самое, когда меньше, это просто бумага, да, или камни. Получается, можно только бумагой, только без воды дозволено, может только водой отдельно, это понятно дозволено, и можешь и бумагой, и водой комбинировать. Это считается самым лучшим. Хотя хадис, может, не самый достоверный, но ученые фикха это приняли. Потому что так чище, так ведь, чище и проще. Еще один хадис как раз, и чтобы закончить, закрыть тему истинджа. Последний хадис.
Баб, последняя глава, да, 24 главы был, да, только про, скажем, связанные с исправлением нужды. Истинджа. Баб раджули ядлуку ядаху бил арды из истинджа. Глава о человеке, который, скажем, вытирает, скажем, терет руку об землю после совершения истинджа. Истинджа потом, получается, когда потер руками об землю, да, землей очистил. قال حدثنا إبراهيم بن خالد, рассказал Ибрахим ибн Халид, Сика, приемлемый передатчик, который сначала был учеником последователем ханафитского масхаба, потом, когда поехал в Шафири, в Багдад, там он поменял свой масхаб. Был ханафитом, потом перешел в масхаб Шафири. То есть такое тоже сейчас встречается. Среди ученых, когда он был здесь, потом там стал. Там, получается, целиком меняли. Ханафитские программы потом поменял на программу шафиитскую, потому что там основы разные, там правила разные. Поэтому там не какой-то вопрос, а полностью всю систему меняли целиком. قال حدثنا أسود بن عامر, рассказал Асвад ибн Амир, живший в Багдаде, тоже достоверный передатчик. حدثنا Шарик, рассказал Шарик ибн Абдулла ан-Нахаи, то есть Кады, судья в городе Уаса, потом в городе Куфа был судьей, который, там тоже есть небольшое, скажем, спор его достоверности, но до того, как был судьей, был нормальный, стал судьей, стал ошибаться в хадисах. До судейства не ошибался, стал судьей и начал ошибаться. Поэтому его память немного испортилась, да, то есть память стала похуже. До судейства была нормальная, после судейства, как стал судьей, память стала похуже, поэтому и хадисы стали уже с ошибками после этого. وهذا لفظ, это слова его, قال حا, сказал ха, то есть переход на другой иснад. حدثنا محمد بن عبد الله, يعني مخرمي, рассказал Мухаммад Абдулла, то есть аль-Мухаррими, аль-Мухарримию, то есть это город Мухаррим. Город, а это район в Багдаде, Мухаррим, поэтому район назван. قال حدثنا واقع ибн Джаррах, известный передатчик, ан Шарик, который был, да, судья, аль-Мана, то есть по смыслу, ан Ибрахим ибн Джарир, со слов Ибрахима ибн Джарира, ибн Абдулла аль-Буджали, ан Мугирата, со слов Мугира, но вот здесь вот слово Мугира говорят, что оно лишнее, ошибка, не должно быть его, в этом здесь, да. Ан Аби Зура, со слов Абу Зура, также известный ученый, Фика, ан Аби Хурайрата, со слов Абу Хурайры, Каля, сказал, كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى الخلاء, что когда Пророк саллаллаху алейхи ва саллям шел в туалет, атайтуху бимаин фи таурин ау ракватин. Я, говорит, Абу Хурайра, когда Пророк шел в туалет, я приносил ему воду фи таур, то есть сосуд, получается, то есть маленький сосуд из олова, или там сосуд приносил, или из камня, из которого или пили воду обычно, там, или бальтахат. У них посуды мало было, поэтому сосуд там, один раз пил, другой бальтахат, один раз гусу брали из него, то есть один сосуд использовали по разным значениям. Или же мин ракватин, это уже название другого сосуда. Сосуда тоже, но уже сосуд из шкуры. Тут был из дерева или там металл, да, здесь уже раква, это из шкуры, да, животных, как маленький бурдюк, который пили воду или брали тахарат. То есть, когда Пророк шел в нужду, в туалет, я приносил ему воду, какой-нибудь сосуд, там, не важно, какой сосуд, да, главное, это было посуде. Фестенджа, и он делал стинджа. То есть, Пророк брал эту воду, шел в нужду и делал эту воду из стинджа. Это уже похоже на предыдущую главу. Каля Абу Дауд, сказал Абу Дауд, фи хадиси Ваки'ан, то есть в версии, переданной Ваки'ам, сказано, thuма, затем после истинджа, то есть масаха еду, то есть по-чешски тер, да, то есть касался, то есть тер руку аль-арды, об землю. То есть делал стинджа, потому что там же не было мыла у них, так ведь. Поэтому, когда эта земля заменяла мыло, чтобы вот этот запах иначе, да. Поэтому земля же есть такое качество, что она тоже удаляет, очищает. Если не будет мыла человека, когда в поле, да, сделал стинджа, справил нужду, может большую нужду справил, да. Нет мыла рядом, просто можно помыть руки землей, песком. Часто, иншаллах, то есть и запах ей все это удаляет, очищает. У нас же было же, когда собака же пила, когда лакает же, это было землей чистить, да, если земля убивает микробы там, да, после собаки. Получается, здесь можно использовать вместо мыла, при отсутствии мыла. Поэтому Мухаммад, когда
так делал. Делал стинджа, потом уже песок, да, землю тер руку, очищал, чистился. В наше время, алхамдулилlah, есть же у нас мыло так вот, чаще всего. Поэтому у нас получается мыть руки мылом, да, после стинджа, после туалета. Поэтому это вот на это указывает. Есть мыло, нет мыла, используем, что есть, да, подручные средства. Земля, я после сам лично часто, то есть, не часто, но бывает то, что нет мыла, использую землю, алхамдулилlah, и запах все удаляет. Поэтому, то есть на практике пройденное. Сумма затем, то есть, сделал стинджа так, потом вышел, то есть потер руку об землю. Сумма затем Абу Хурайра сказал: ответу, я принес ему воду, биинайн ахар, другой сосуд с водой принес, тут был для стинджа, потом принес новый сосуд, и он фатавода, он взял тахарат. Сосуд, который он взял воду для тахарата. Пророк Мухаммад, сахаба носили воду, помогали ему, служили добровольно, то есть желая награды, тем более, это служить пророку Мухаммаду самому лично. قال Абу Дауд, сказал Абу Дауд, وحديث الأسود بن عامر التم. И хадис Асвад бин Амир, его версия полнее, там две версии тогда, одна полнее другой. И тоже же из науки хадисов. Из науки хадисов, иншаллах, тем самым мы завершили, алхамдулилля, все главы, связанные с истинджа, с туалетом, истинджа, с правильной нужды, которые привел Абу Дауд в своем сборнике. Поэтому у нас было с вами 45 хадисов. Было 45 хадисов, 24 главы разных. Я сказал, что в начале урока, что это не постоянно, поэтому и хадисов на эту тему много, да, приводится. Поэтому, намаз шахаджин, поэтому намаз большой также. Поэтому, а то, что встречается редко в жизни, да, там хадис приводится 1-2, если приводится. Поэтому, чем чаще эта вещь есть в жизни мусульманина, тем больше на это есть, чем больше об этом сказано и написано. Чем меньше, тем меньше. Естественно. Иншаллах, на следующий понедельник, иншаллах, продолжим. Там уже, есть уже у нас глава сивак, там тахарат, вода и так далее. Другие темы, иншаллах.